легко. Во-первых, все это происходило преимущественно в период второй половины 17 века. Да, вот те, кто переселился, успел переселиться вот в этот период, да, они входили в это сословие, ну как, на каком условии, да, то есть у Аксакова это хорошо написано. Вот вы, если Аксакова почитаете, как русские помещики покупали землю у башкир-вотчинников, да, то есть накрывался дастархан, угощение там, и потом в ходе угощения он говорил: а вы мне сможете вот эту вот землю продать? Да, конечно, как они, бояр называли, да, их этот, конечно, там, вот, я думаю, так же все и происходило. То есть вот эти переселенцы, они вклинивались вот в эту структуру и получали эти права. В XVIII веке те, кто татары, которые переселялись, вот тептяри, это те, кто преимущественно переселялся уже в XVIII веке. Там уже это было закрыто, потому что, во-первых, происходит более регламентированное государство происходит, да, то есть чиновничий аппарат уже в XVIII веке был более развит, и, соответственно, фиксировались они, переселенцы эти, и их сразу уже определяли в менее привилегированное тептярское сословие. Деревня называется Медлятамак, это Муслюмовский район, татарская деревня, в котором 4 кладбища. Все жители татары, все мусульмане, 4 кладбища. Сословный подход. Это такая особенность, что в тот период сословный, вот нам с высоты 21 века сложно понять это все, да? Но в тот период понятие сословия, оно было более важным, нежели чем национальное, даже чем какой-то вот религиозный. Да? То есть если человек, будучи мусульманином, достигал вот эти все рода казанские, да, которые выслужились, они пользовались почетом в русском дворянстве. Да, и, допустим, Алкины, да, вот этот вот полицмейстер Алкин, Шагиахмед Алкин, да, который был полицмейстером Казани, о нем только восторженно писали все, да, то есть, несмотря на то, что он был мусульманином. И Марджанян о нем пишет, что вот он не пропускал ни одного намаза, да, за свою жизнь он не пропустил ни одного намаза. Про полицмейстер Казани, да, Шагиахмед Алкин, первый, который получил. Вот. Он был из обер-офицерских сыновей, но получил он дворянство по ордену. За хорошую раскрываемость преступлений Николай I при визите в Казань его наградил орденом. И вот по ордену Алкины стали казанскими дворянами. Да? То есть и те же самые татарские мурзы, да, они ведь роднились только между собой. Вы посмотрите, вот эти Чанышевы, Яникеевы, Терегуловы, да, если вы посмотрите на их жен, то в редком случае, только в редком случае, то и, скорее всего, из-за денег они брали купеческих жен, а чтобы накрести. Да. Да. Даже после революции. Вот наш знаменитый генерал Якуб Чанышев, да, вы знаете же его, да, который тут татарская бригада покорял это. А на ком он был женат? Он женился на Сайновой, на Марьям, по-моему, Сайновой, да. Сайновой — это казанский дворянский род. В 1855 году тептярь как сословие, то есть их вернее, тептярские полки расформировываются, и они присоединяются к башкирскому войску. Вернее, башкирское войско вот с присоединением тептяра, оно перестает называться башкиром-мещерякским и получает название башкирское войско просто. И, соответственно, те тептяри, которые переселились, да, вернее, вошли, они получают название, еще встречается такое новобашкиры. Естественно, старобашкиры, они не хотят их видеть в своем этом. И вот период 50-х, 60-х, 70-х годов – это период огромных земельных споров. Новобашкирцы, да, считая, что теперь, ну вот они уравнены с этими товарищами, которые более привилегированы, начинают требовать для себя землю. Землю, которую они раньше получали только в виде аренды. И вот если вы пойдете в архивы, вы увидите, что это вот эти годы, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, вплоть до начала 20 века, это постоянные земельные споры между вот этими новыми башкирскими и старобашкирцами, так называемыми. Да? Потому что первые новобашкирцы считали, что все, теперь их уравняли, а старобашкирцы не хотели с этим мириться, говорили: ну, извините, вы как были тептярями, для нас так и остаетесь. Вот. 1855 год мы сказали, к ним приплюсовываются тептяри, и начинается размываться это сословие. Очень, очень это хорошо видно по метрическим книгам 70-х, 80-х годов. Дело в том, что в метрической книге мулла записывал так, как себя заявлял, ну, то есть в данном случае, ну, человек, да, заявитель, как себя заявлял. И вот это там видно. Допустим, село, которое вот было башкирским, так скажем, да, по сословию, да, и вот мы видим, что там люди себя начинают уже заявлять. Если раньше это строго было, что он говорил, что я башкир, да, то тут начинается
служивый, да, тебя начинают называть, новобашкир, старобашкир, да, из военнослужащих он себя заявлял. То есть, ну вот он помнил про свою вот эту вот там службу, что он когда-то там ее нес, да, допустим, в молодости, да, но он себя продолжал так называть. Но самый большой удар по этому сословию приходится, конечно, это 1917 год и декрет о земле. То есть землю, вотчинные права отняли, и это все перестало существовать. Башкирские ученые, многие говорят, что вот татары ассимилировали мензелинских башкир. Да? Куда вы дели 300 тысяч башкир Мензелинского уезда, они говорят. Ну, 300 тысяч – это огромная цифра, она не может исчезнуть. Вы понимаете, да? Вот должно сохраниться какая-то память о людях, да? Вот об этом, обо всем, что вот мы там были такими-то и такими-то. Да? Ничего ведь этого нет. Первая советская перепись, и нет башкир. Ни в Актанырском районе, ни в Муслюмовском, ни в Мензелинском. Вот нет, и все записались татарами. Все, землю отняли, и нафиг надо. Все, записались все татарами. И памяти никакой не осталось, ничего. Вот если мы говорим о иррегулярных полках, то в составе башкирских, типтярских, мещерских полков был полковой мулла. Ну, понятно, тут преимущественно потому, что однородное как бы религиозное население, да, но у них и в штате он состоял. Вот это видно по полному собранию законов Российской империи. Если мы откроем, то там в штате есть полковой мулла. Что касается регулярной армии, то здесь, конечно, вопрос более сложный. Вообще в XVIII веке, даже при Иоанне Иоанновне, по-моему, в 40-е годы вообще вышел указ о том, чтобы, ну, так и назывался, приказ полковым священникам о том, чтобы крестить состоящих в армии татар, калмыков и так далее. То есть это вот такой был период. Но это период середины вот этого 18 века, когда действовала новокрещенская контора. Потом вот эти все религиозные ограничения, они смягчаются. Смягчаются они с приходом Екатерины II, да, нашей просвещенной императрицы. И мусульманам в регулярной армии разрешается исповедовать свою религию. Но в конце XVIII века появляются первые имам и ахун в гвардейском корпусе, а в регулярных войсках, в регулярных полках, вернее, да, мы же говорим, что в полку было мало мусульман, да, но никто не возбранял им совершать религиозные требования между собой. То есть вот в полку где-нибудь там, я не знаю, в какой-нибудь Энской губернии умирает солдат-татарин, да, кто его похоронит? Его хоронят свои же сослуживцы татары, да, то есть тут православный батюшка, он не лез в эти вопросы, естественно, потому что каждому в Российской империи гарантировалась свобода вероисповедания. Вот. Хотя, конечно, миссионерская работа там проводилась, но если мы говорим про начало XIX века, то тут уже не стоит вопрос о принуждении, там, это только вот такая миссионерская работа проходила, да, не возбранялось. Собственно говоря, они между собой исполняют. Потом при Николае I в военных портах и больших крупных городах в 30-е годы возникает понятие военного муллы. Они возникают в Кронштадте, в Казани, в Симбирске, в Уфе. Да, то есть назначаются вот такие крупные гарнизоны, назначаются полковые муллы, которые, ну, он был один, конечно, такой полковой мулла, но все же это он вел как раз метрические книги о рождении детей мусульман, да, он же проводил обряды похорон, бракосочетаний и так далее. То есть это не разрешалось делать уже гражданским священнослужителям, а это было прерогативой такого вот военного муллы. Нет, не было никакого халяль-питания. Понятно, что надо халяль. Ну как халяль? А это рекруты, их государство призвало. То есть они едят из общего котла. Но такая возможность была. Сейчас я работаю над темой татар в Казанском пороховом заводе. Их очень много было, служило так. То есть они служили мастеровыми. Их также забирали в рекруты, но определяли на военный завод. И они там несли воинскую службу и являлись пороховщиками, вот, фурлейтами, те, кто перевозил, собственно говоря, на фурах, да, продукцию. И вот там в приказах по заводу есть, что, допустим, это 30-е годы 19 века обыгрывается такой эпизод, что татары в складчину, да, это называлось артель, воинская артель, да, они купили коня, его, соответственно, по мусульманскому обряду
зарезали, так скажем, да, и вот эту пищу, эту лошадь использовали. Из этого мы делаем вывод, что никто не мешал, если это какой-то крупный город и там много, так скажем, военнослужащих, да, в том числе и татар, чтобы они между собой устраивали такие артели, да, и покупали для себя халяльное мясо. Но, безусловно, если мы говорим о каких-то дальних местах, да, и там, где татар было мало, то такой возможности. Знак отличия военного ордена до 1913 года он так назывался. После 13 года он назывался Георгиевский крест. Это была очень почетная награда. Очень почетная награда. Даже офицеры, которые то есть поступали, не все же как бы сразу офицерами, да, поступают, они сначала поступают и какое-то время являются рядовыми в полках или унтер-офицерами, да, ну, если они дворяне, они быстро выслуживаются, да, и если они в этот промежуток времени получали Георгиевский крест, они его носили до конца жизни, потому что эта награда давалась исключительно за подвиг. И второй момент. Эта награда освобождала от телесных наказаний. От нее никто не отказывался. То есть вы представляете царскую армию, где все офицеры-помещики, да, и, соответственно, бывшие, ну, помещики, так скажем, дворяне, да, какие у них методы, как они смотрели. Опять-таки сословный подход. Да, как они смотрели на этих солдат, это охранная грамота. И не только. Знак отличия военного ордена давал прибавку к жалованию. И он же и давал пенсию, более высокую, чем у простого отставного. Да? То есть этой наградой очень дорожили. Она действительно была желанной наградой для нижнего чина. Но и царское правительство тоже позаботилось об этом. Для мусульман существовало знак отличия военного ордена, для мусульман установленная называлась она. Да? Отличие было в чем? Если для православных, вообще христианских чинов давался Георгиевский крест, посередине которого был изображен как раз святой Георгий, поражающий копьем змея, да, то для мусульман вот этот вот знак отличия военного ордена для мусульман установленных, там в центре был двуглавый орел. То есть мусульман награждали вот такой формой. У них была своя нумерация, да, то есть вот у тех наград, которые, где был победоносец, да, то есть, ну, основная награда, да, у нее была своя нумерация, а для мусульман установлено, для нехристиан, вернее, установлено называлось, да, там была своя нумерация этих наград. Но они были равнозначны, то есть это